Мне 30 лет, и я никогда в жизни не был в России. Но я достаточно хорошо говорю на русском языке. У меня высшее образование русской филологии и литературы. Я годами вырос на русских телевидениях, вот этих всяких Малаховых, Ургантах, пока в осознанном возрасте не перестал смотреть и понял, что какие ценности они мне прививали, да? Мои прапрадедушка и бабушка бок о бок воевали с нацизмом. Вместе с русским миром, с русским народом воевали против нацизма. По конституции моей страны русский язык является языком межнационального общения, то есть по факту почти вторым языком. У нас в стране есть русские школы, русские классы, музеи. Несмотря на то, что я чистокровный таджик и свой контент частично уже годами веду на русском языке. У нас в столице большинство людей общаются между собой на русском языке. Миллионы граждан моей страны живут в России, строят дома, убирают мусор, делают всякие грязные работы за какую-то мизерную оплату. Теперь подумайте, как получилось так, что при вот таком количестве культурного, жизненного и вообще всесторонней связи с русским миром, с русским народом и в целом с Россией, но каждый день мой народ, и не только мой народ, люди с Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, ежедневно получают оскорбления. И в школах уже годами люди вырастают с буллингом, абьюзом и уже с убийствами. И это становится нормой. Смотрите, вот случился вчера вот такое ужасное событие, да, и смотрите, что пишут СМИ, российская СМИ. А теперь представьте, если бы этот подросток был из Узбекистана, Кыргызстана, либо Таджикистана, как бы все подключились и начали бы об этом говорить, и заголовки первым же делом писали бы про национальность. Как так получается, что Россия, которая сейчас воюет против нацизма, в соседней стране убивает своих же братьев, а у себя внутри страны появляются вот такие подростки? Какая-то русская община, которая также унижает и оскорбляет, и избивают народы из Центральной Азии. Но это, получается, не нацизм, это нормально. Где справедливость, где вот эта логика, которая вот вообще у меня не сходится. И думаю, что у миллионов людей тоже так же не сходится, да? Вы думаете, что вот с таким поведением, и вот с такой риторикой по всем СМИ, и вот с таким отношением, и то, что вот вы прививаете своему молодежи, и это все вам обратно же не вернется, ваши дети будут вырастать вот в этой агрессии и увидят, как взрослые люди поступают плохо и унижают других людей чисто на почве национальности и то, что они принадлежат к другой нации. Вы думаете, это все вам с рук сойдет? То есть вы думаете, что ваше новое поколение вырастает, и они будут завтра защищать вас, ваши семьи, вашу страну? Конечно же нет. И всему есть предел. Вот в данной ситуации, да, такое случается. Да, мы можем говорить, что вот нету плохой нации, есть плохие люди. Но, к сожалению, с каждым днем я все больше и больше убеждаюсь, что русский мир и русский народ вот эту риторику специально выбрала. И вот это поведение, она ни к чему хорошему не приведет. С такой позиции, которой вы сейчас ведете себя и ваше общество, имейте в виду, что ваши же дети и новое поколение, которое вырастает и видит это все, завтра будет убивать ваших же детей, друг друга, своих же братьев, как вы сейчас поступаете, да? И в итоге вот русский народ, русская община и вот этот русский мир сгниет в своем же болоте, как бы это грубо ни звучало. Так что задумайтесь, пока не поздно.